Здравствуйте, с вами передача «Акцент», и у нас в гостях член штаба ОНФ, председатель Якутского туалетного общества Павел Ксенофонтов. Павел, здравствуйте. Здравствуйте. Павел Ксенофонтов, член регионального штаба ОНФ, председатель Якутского туалетного общества. Работает главным инженером в Сахатранснефтегаз. Родился в 1978 году в Верхневилюйске. В 1968 году окончил республиканскую гимназию, физико-математический класс. Высшее образование получил в Российском государственном университете нефти и газа имени Губкина. Квалификация: инженер по специальности бурения нефтяных и газовых скважин. Этот год объявлен в России годом экологии. Какие программы есть у ОНФ по экологическим рельсам? Спасибо. Значит, да, действительно, этот год является годом экологии в Российской Федерации. И Путин, когда встречался с членами ОНФ в ноябре прошлого года, объявил этот год именно на площадке ОНФ. Значит, почему этот год именно объявлен? Почему? Потому что очень большая проблема возникла из-за того, что законы, которые сейчас внедряются в Российской Федерации в части экологии, в части, значит, размещения, транспортировки и хранения и переработки твердых коммунальных отходов, с этого года понесли очень большие такие изменения. То есть вступил новый закон, он как бы вступил, но его внедрение будет адаптироваться будет в течение 5 лет, да? По которому, значит, все полигоны, которые ранее, значит, были в ведении, значит, муниципальных образований, сейчас переходят в ведение регионов Российской Федерации. Эти регионы должны определить, значит, регионального оператора, который будет заниматься именно, значит, хранением, транспортировкой, переработкой же этих отходов. Соответственно, возникает вопрос, как это все будет происходить и сколько это будет стоить, потому что очень большая задача стоит именно перерабатывать мусор. Ситуация с полигонами вообще в целом в Российской Федерации очень такая плачевная, скажем, да. Даже если, например, брать Республику Саха-Якутия, то у нас из 700 территорий, которые подходят под свалки, только примерно 12 подходят под термины полигоны, то есть отвечает нормативным требованиям. Соответственно, если мы этим вопросом заниматься не будем, при конкретном вступлении этого закона будет коллапс. То есть у регионов не будет место, полигона, куда надо будет вывозить отходы. То есть, соответственно, это вопрос очень большой, поэтому мы в ОНФ этим занимались практически год, весь 2016 год. Значит, предположительно, мы должны были этот вопрос поднять еще в июле, когда должна была пройти конференция, форум ОНФ в городе Якутске. Но, к сожалению, ее перенесли в Иркутск, но мы все равно не остановились и дальше продолжили работу. И сейчас, вот, допустим, мы считаем, что это очень большая победа, что мы этот вопрос акцентировали на этом. Да? Почему мы этим занимаемся? Почему? Потому что один регион, ну, то есть регион сам по себе со своими финансовыми обязательствами социального блока, своим региональным бюджетом не может решить вопрос, скажем так, строительства, проектирования строительства полигонов. Но именно поэтому привлечена общественность? Да, именно поэтому привлечена общественность, именно поэтому мы говорим о том, что вопрос мусора — это на самом деле не только государственная, да, задача, не только регионального уровня задача, это проблема каждого на самом деле. Если каждый будет заниматься уменьшением отходов, то, соответственно, как бы будет решаться как бы более эффективно этот вопрос. Что такое Якутское туалетное общество? Почему такое название? Ну, Якутское туалетное общество мы образовали в 2013 году. Мы убеждены, мы считаем, что пока мы не решим туалетный вопрос, мы никогда не сможем подняться на уровень 21 века. То есть вы все понимаете, все знаете, что у нас отхожее место как бы считается таким плохим местом, о котором лучше помолчать, лучше как бы ничего не говорить и лучше отойти как бы мимо этой проблематики, да? Но наши все попытки в части того, чтобы улучшить инвестиционный климат, да, там, развивать туризм, ну, экономику в целом, да, развивать гражданское общество и так далее, она всегда будет упираться именно в этот вопрос. То есть любой инвестор, который приезжает в Республику Саха-Якутия и смотрит, что да, можно инвестировать деньги, мы его встретим, мы его накормим, но как только посетив наш туалет, все его желания отпадут, что работать с нами, потому что люди, которые не решают туалетный вопрос, они как бы, даже мелкий такой вопрос не решают и не могут, не имеют права вообще в целом заниматься дальнейшим продвижением каких-то проектов. Это вот наше убеждение. Второе, значит, туалет — это то место, где любой гражданин является ответственным самим перед собой. То есть это вот то время, человек находится один на один со своей, как бы, со своей жизнью.
И здесь он как бы понимает, что здесь он сам с собой, короче, разговаривает, с Всевышним разговаривает, ставит свои планы, свои результаты. И здесь только он понимает, что как он вообще, как бы, мировосприятие какое у него. То есть если там будет все плохо, если там будет отвратительно, то, соответственно, у человека никакой мысли светлой не будет. То есть и то, что там руководство говорит, мы идем к светлому будущему, что у нас нет безработицы, что у нас зарплата растет, там, и прочее, и так далее, что у нас там какие-то большие проекты реализуются, он будет видеть, что ничего не меняется в этой жизни. Как у профессора Преображенского, порядок начинается, да? Ну да, сказал это, да. Да. Да, и любые, значит, попытки изменить наше общество в части того, чтобы они были законопослушные, да, там, чтобы они были активные, чтобы они были позитивные, да, все будет упираться именно в туалетный вопрос. Интересно. Недавно в СМИ проходила информация, что синизаторы из поселка Табага устроили большой слив на Покровском тракте. Общественники, активисты вышли и фактически прикрыли им лавочку, ну, назовем это такими словами, да? И сейчас продолжается слив на территории рядом с руслом реки Лена. Фактически горожане Якутска весной будут с паводком пить канализацию из поселка Табага. Вот какие есть прямо пошаговые инструкции или какие-то, может, Общероссийский народный фронт может сделать шаги к урегулированию этого вопроса? Ну, вопрос на самом деле в части вот ассенизаторов, да, кто занимается этим бизнесом, ну, предприниматели, скажем, да, это, конечно, это культура их поведения, культура их отношения к жизни. То есть, в принципе, у нас в городе Якутске сделано, на самом деле, руководством достаточно много мероприятий, чтобы принимать фекальную жидкость там, где положено. Та же станция биологических очисточных вод, она является одной из уникальных и, в принципе, современных станций, которые отвечают всем требованиям. То же самое прием, значит, фекальной жидкости, которая там рядом тоже есть, она тоже отвечает всем требованиям. То есть, по сути, это получается желание некоторых людей просто сэкономить на, скажем так, на расходах. И, естественно, как бы они думают, что можно так, наверное, зарабатывать деньги. Значит, их надо ловить, их надо наказывать, и, естественно, их надо как бы предупреждать эти действия. То есть все, на самом деле, рычаги для этого есть. Значит, недавно вот у нас была передача с Дмитрием Аргуновым, где жилкомсервисом было озвучено, что есть ассоциация вообще, как бы, предпринимателей, кто занимается, значит, ассенизаторов, скажем так, да, и они между собой знают каждого, кто этим занимается. То есть и этих людей надо выводить из этого бизнеса, и все. Сейчас Народным фронтом сделана большая работа, созданы фактически 2 сайта, я так понимаю, где каждый россиянин, не то что даже горожанин, имеющий доступ к интернету, может отразить свои экологические проблемы. Вот расскажите. Да, значит, проект называется «Генеральная уборка». Значит, она имеет интерактивную карту и связана, значит, связывает всю территорию Российской Федерации. И каждый, кто находит, значит, какую-то свалку, он может спокойно через Google Maps заходить, делать отметки и указывать, какая площадь этой свалки, значит, где она находится конкретно, и будет конкретная привязка к карте. То есть это очень такой прорыв на самом деле. И мы сейчас смотрим, видим, что в большей степени она как бы в Западной России, в большей степени как бы отметки идут, потому что там уже все оттаяло, все люди уже смотрят, все это видят, да. И сейчас, скорее всего, у нас тоже будет обвал в части, по нашей информации тоже пойдет. То есть, когда вот снег сейчас растает снег, и все увидят мусор, естественно, как бы люди начнут заявки делать. Мы везде разместили в соцсетях, в интернете все эти карты у нас есть, интерактивная карта свалок называется. И любой гражданин может туда заходить и отмечать. Помимо этого, мы сейчас с ребятами запускаем проект «Эко-Сити». Она будет охватывать школьников, и сейчас вот как опробирование будет проходить в городе Якутске, в Октябрьском округе. Там у нас руководителем округа является Александр Ильин, значит, и это была инициатива его, и есть автор у нас Айтал Яковлев, который является автором этого проекта. Мы взяли под эгиду, под ОНФ этот проект и будем реализовывать буквально вот на днях. То есть уже проект, сама концепция уже как бы составлена. Проект уже тоже, как бы, уже очертания уже все получил, и будем внедрять эко-сети. То есть смысл в том, чтобы через детей внедрить систему раздельного сбора мусора. Как эксперт ОНФ, скажите, пожалуйста,
Как можно характеризовать экологическую ситуацию в Якутске и в целом по республике? Плохо сказать, это ничего не сказать, да? Почему? Потому что, я вот до этого уже сказал, порядка 700 свалок, 400 из них имеют аренду, и 12 только имеют доступ, разрешение, что они могут работать как полигон. То есть это говорит ни о чем. То есть мы вот по истечении этого времени на самом деле ничего такого толком-то не сделали. То есть мы как вот в 2019 году там выбрасывали мусор, вот так и выбрасываем. То есть мы не внедрили раздельный сбор мусора. То есть все говорят, что там Германия там внедряла раздельный сбор мусора там, в течение 30 лет. Все говорят, очень долго, мы не сможем сделать, но они 30 лет внедряли, потому что они 30 лет назад начали. Вот, а мы еще не начали. Короче. Мы хотим разделить, но в то же время упираемся на то, что там все говорят, давайте не будем раздельный сбор мусора внедрять. Почему? Потому что нету полигонов. То есть если, допустим, мы там разделили стекло, там, пластик, там, бумагу, там, металлолом, или там еще и дальше, да, то все говорят, а куда дальше это будет идти? То есть на самом деле речь не стоит в том, чтобы куда дальше идти, а стоит в том, чтобы когда человек начинает разделять мусор, он понимает вообще смысл, как много у него мусора, во-первых. Во-вторых, что он может сам внутри у себя переработать. То есть сейчас достаточно много, в интернете есть достаточно методов, которые позволяют людям внутри дома проводить переработку спокойно. Это никаких проблем это не составляет на самом деле. Когда ты перерабатываешь, ты уже начинаешь, допустим, тот же пакет, допустим, бутылки из кефира пластиковые, да? Все закрыли и все, выбросили. На самом деле, если человек начнет ее промывать, чистить, да, чтобы она была без органических отходов и бросать мусор, да, это уже будет большая победа на самом деле. Потому что как только ты выбрасываешь пакет какой-нибудь с органикой, уже начинается процесс гниения и так далее, и так далее. То есть и даже вот эти вот методы, если мы будем внедрять, то соответственно, мы получим какой-то результат. Вот в чем смысл. Спасибо, Павел. Как говорит одна поговорка, чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. С вами была передача «Акцент». Я Николай Борисов.